настоящего, грядущего, дерзновенно вошедший в святая святых российской земли. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие новой экспозиции «История в настоящем», которая приурочена к празднованию 391-летия города. Выставка рассказывает об историческом ходе развития Якутска как города трудовой славы. В основе выставки работы художника-графика, члена Союза художников Якутии Василия Ивановича Авраменко. Графические работы художника стали важным историко-документальным источником, иллюстрирующим этапы развития Якутии 60-80-х годов XX века. Василий Авраменко много лет проработал в газете «Якутия». На его глазах преображался город, и через призму его работ посетители смогут увидеть, как менялся Якутск с 1940-х годов. Не знаю, как другие, но зимний Якутск не сравним ни с какими городами России даже. Просто какая-то столица северная получается. Мультимедийная художественная выставка «История в настоящем» посвящена столице Якутии – Якутску. В экспозиции отражено прошлое, настоящее и возможное будущее города. Выставка мультимедийная на базе исторического парка, музейный комплекс «Моя история», подготовлен региональным отделением «Моя история» общественной организации и на грант главы Республики Саха-Якутия. Это выставка о трудовой славе, трудовых достижениях города, о его достижениях именно в годы Великой Отечественной войны. Охватывает период 40-х годов по наши дни. Благодарим правительство республики Айсена Николаева за такую возможность, предоставленную для общественных организаций, проявить свои идеи и наработки для того, чтобы в будущем подрастающее поколение могло поближе познакомиться с тем, что сделали предки, родители, бабушки, дедушки, для того, чтобы они жили в светлом, ярком и интересном городе Якутск. Выставка создается при поддержке гранта главы Республики Саха-Якутия и продлится до 30 сентября 2023 года. Приглашаем гостей и жителей столицы посетить выставку в историческом парке «Россия. Моя история». Вход свободный. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялся форум «Лидеры ВААПИК. Восточный вектор». В нем приняли участие представители общественности и органов охраны объектов культурного наследия Сибири и Дальнего Востока. Это более 200 членов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры из 18 регионов. Из Москвы прибыли председатель Центрального совета ВААПИК Артем Емидов, главный редактор журнала «Охраняется государством» Константин Михайлов и советник Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Баде. На сегодня ВААПИК, Всероссийское общество охраны памяти, истории и культуры, в Якутии является одним из, на мой взгляд, самых действенных формирований, который призван сохранить культурное наследие. Без их поддержки департамент, и любой орган государства замыкается в своих полномочиях. В первую очередь это популяризация. Во вторую очередь это активизация общественных формирований, зарядить их на сохранение культурного наследия. Этот опыт достигается. В частности, мы уже получили поддержку Центрального совета ВААПИК. Они поддержали грант ЯРО ВААПИК, они уже выиграли грант на 2 с чем-то миллиона и уже реализуется. Это, между прочим, при поддержке Центрального совета ВААПИК. Во-вторых, они уже поддержали нашу заявку на реставрацию дома-музея Серго Орджоникидзе на 36 миллионов и готовы дальше поддерживать наши проекты. То есть мы уже использовали этот форум. И, соответственно, мы смотрим с уверенностью в будущее, что мы видим в них очень полезных партнеров сохранения культурного наследия Якутии.
а взамен мы готовы им поделиться опытом, ну и помочь в консолидации общественности Сибири. Не бывает так, что, допустим, восстановил памятник и успокоился. Не так, потому что на следующий день им по 100, 150, по 200 лет, соответственно, они нуждаются в восстановительных работах постоянно. Поэтому мы никогда не должны успокаиваться, находить все новые средства работы над сохранением, изучением, популяризацией культурного наследия. Форум общественников из Сибири и Дальнего Востока, занимающихся охраной объектов культурного и исторического наследия, состоялся в Якутске впервые. Якутия выступила инициатором. Охрана культурного наследия в свете последних геополитических событий стала особенно актуальна. Традиционным ценностям исторической памяти уделяется большое внимание. Но я считаю, что везде играет роль, в первую очередь, человеческий фактор, кадры. То есть все зависит от конкретных людей, которые живут в своем регионе и как они заботятся о сохранении тех или иных объектов. Как бы все общественно, все открыто. То есть ВАПИК, в принципе, здесь своеобразно контролирующая структура, но каждый человек может сейчас подать и выразить свое мнение. Вот. У нас проблема в Камчатском крае в отсутствии специалистов в сфере охраны объектов культурного наследия. Очень мало архитекторов, очень мало реставраторов практически нет. То есть нам нужно привлекать их со стороны, и мы должны заинтересовать людей, чтобы они хотели у нас работать в условиях отдаленности, в условиях того, что материалы дорогостоящие для проведения реставрации и в условиях доставки. Поэтому такие мероприятия позволяют наладить связи и рассказать о своем крае в том числе, и пригласить специалистов работать у нас. То, что я заметила здесь, в Республике Саха-Якутия, это очень яркое уважение между другом. Любое дело всегда получится хорошо, если есть уважение. Уважение – это основа всех отношений, и дружбы, и любви, и в работе. Здесь люди относятся с уважением друг к другу, и это помогает. Я думаю, что это все получится. И в этом плане мы ближе друг к другу. Я услышала, что у коллег примерно такие же проблемы, как и во всех, наверное, регионах, да, что есть объекты, которые утрачиваются, которые ветшают, которые надо реставрировать. Причем реставрация у нас же идет несколько этапов, пока согласуем, пока ГК, т.т., пока деньги выделим, да, объект уже начинает приобретать такие формы, которые восстановить невозможно, да, что это надо делать как можно быстрее, да, мы теряем время. Надо спешить, да, в этом направлении. Почему Якутия? Все-таки, наверное, у нас Евразия, европейская часть России. Один тип наследия, одни проблемы, наша азиатская часть России, другой тип наследия, другие проблемы. И нам здесь как бы решать сходные задачи. Поэтому я считаю, что это очень важно, когда ты можешь, в принципе, услышать, быть услышанным и ждать помощи. Самое главное, я поняла, у нас огромное наследие нашей Земли. Это наша планета, Земля. И вот эту вот Землю, она нам дадена в наследство, вот ее сохранить нужно и приумножать. Ну а Сибирь – это будущее всей России. Форум прошел по секциям, и спикеры обсудили вопросы сохранения памятников архитектуры, сакральных территорий и преемственность поколений. Нет понятия сакральной географии, и нигде нету. Есть понятие достопримечательное место. Мы его переначали как для понимания якутского уха, как сакральная география, чтобы дать понять, что мы должны защитить наши сакральные земли. И не зря сегодня модератором этой секции выступает наш коллега из Республики Тыва Амак Николаевич Андар, потому что у них те же проблемы, то есть это защита археологии, священных сакральных мест коренных народов Сибири и так далее. Сегодня мы, не побоюсь этого слова, ожидаем все возрастающие угрозы сохранности наших сакральных территорий. Как их защитить? Вот это наша задача. Есть несколько моментов. Или их сделать памятники природы, или их сделать памятниками культуры, или их сделать памятниками археологии. То есть, как их вывести из общего оборота, чтобы на этом месте оно будет возрастать. Мы готовимся к этому. В Якутском отделении ВАПИК мы сейчас проводим работу по взятию под охрану
этих территорий, но они идет медленно. Поэтому на сегодня заключены договора с некоторыми районами, чтобы их комплексно взять. Допустим, в Кангаласском улусе, Намском улусе, Амгинском улусе. И сейчас договоримся с Горным улусом, чтобы точно все эти земли сохранить и оставить потомкам. Да, у абсолютно большинства регионов этого опыта нет. У нас более-менее передовой, но есть опыт Республики Бурятия, есть опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где они уже давно этим занялись, и фактически вопросы у них снимаются постепенно. Мы изучаем. Эксперты из Москвы, Дальнего Востока и Сибири обсудили вопросы развития общества охраны памятников, создания филиалов и увеличения членства общества. Памятники, чтобы жили, очень важно, чтобы финансирование осуществлялось не только там из бюджета, из федерального и так далее. Необходимо делать оборотный капитал, то есть вкладывать с тем, чтобы они приносили некую доходность, процент, и опять вкладывать, поддерживать. То есть капитализация культурологической составляющей, да? Чтобы она поддерживала этот памятник, и не только памятник, и окружающее пространство, и город, и так далее. Вот в чем суть этой работы. И надо выстраивать эти механизмы. Так суть-то не в охране, чисто в охране. Вот памятник, я еще раз говорю, он же интересен не тем, что он памятник для памятника или памятник для охраны. Нет. Памятник он нам показывает, это временной репер. Это вот временной репер культуры. То есть вы, глядя на это, вы понимаете, как жили ваши предки. Но главное не в этом, а главное в том, что они вам транслируют из прошлого, вот этим памятникам, свою эстетику, свое понимание прекрасного. Так вот, вам обращение, не уничтожайте своей уникальности, ставьте ее в основу всего. И это будет бренд, это будет сразу, как только на эту дорогу встать, у вас сразу будут качественные изменения, и вы сразу станете интересны всем. По итогам форума ожидается активизация общественного движения по охране памятников в республике. На уровне Министерства культуры России согласовывается организация подобного форума на всероссийском уровне и предложено сделать форум традиционным.